13 сентября для участия в Днях Татарстана на Южном Урале в Челябинск прибыла официальная делегация нашей республики во главе с президентом Минтимиром Шаймиевым. Гостей из Татарстана встречали губернатор области Петр Сумин, руководители области и города. Челябинск – один из крупнейших индустриальных центров России, производящий четверть российского проката, 25% стали и 15% стальных труб. Но, пожалуй, самую большую известность в нашей стране приобрел Челябинский тракторный завод. В годы войны завод перешел на выпуск танков. Дни Татарстана совпали с празднованием 226-летия со дня основания города. Отношения между нашей республикой и Челябинской областью закреплены договором о сотрудничестве еще 2 года назад. С того времени товарооборот между двумя регионами вырос в 2 раза и составил 3 миллиарда рублей. Дальнейшему развитию экономических связей во многом способствовала представительная выставка «Промышленность Татарстана». Особый интерес южноуральцев проявляется к нефти и нефтехимии, к созданию совместных предприятий, различным инвестиционным проектам. Состоялись встречи деятелей культуры и искусства республики с челябинскими коллегами. Посланцы Татарстана преподнесли гостеприимным хозяевам традиционные сувениры. Дни Татарстана в Челябинской области проходили под девизом «Сильные регионы, сильная Россия». Центральным событием стало подписание меморандума, в котором закрепляются намерения сторон и дальше развивать торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. В апреле завершилась реконструкция Казанского кинотеатра «Мир», которая продолжалась 2 года. Переоборудован зрительный зал, приобретено новейшее кинопроекционное и акустическое оборудование.
какие чувства испытывает сегодня директор кинотеатра Ирина Князева. Что я испытываю сейчас, когда кинотеатр после ремонта открыл свои двери для зрителей? Гордость, усталость и гордость за мой коллектив, за строителей, за всех, кто сделал то, чем любуется сейчас весь город. Мы гордимся тем, что сделали. Сделали в полный рост, по всем правилам, нормативно. Это сейчас самый лучший кинотеатр в городе. А через месяц в кинотеатре «Мир» состоялся 7-й съезд кинематографистов Татарстана. С докладами выступили заместитель министра культуры республики Зуфар Бухараев и председатель Союза кинематографистов Харис Фахруддинов. Основная тема всех выступлений – дальнейшее развитие кинематографии нашей республики. Реорганизация управленческих структур коснулась и Госкино Татарстана. Оно перешло в ведение Министерства культуры. С присвоением звания «Заслуженный деятель искусств» кинематографистов поздравил министр культуры республики Ильдус Тарханов. Кино было, есть и будет. Под этим лозунгом прошел очередной съезд Союза кинематографистов Татарстана. Известному художнику Усману Абдулову 80 лет. Многое получилось в этой большой и красивой жизни. Может быть, что-то не удалось, а на что-то просто не хватило времени. Что сегодня считает главным для себя художник? Да вроде все сделано. Кино я снимал, спектакли делал, жив все от души занимаюсь и занимался. Но вот то, что я слишком интересуюсь старыми домами города Казани, хотел бы истории города писать. На это хватит у меня времени, не знаю, но у меня есть такое желание. Вот некоторые говорят, художник, нечего писать. Здесь, в Казани, не то, что нечего писать. Тут на целые 3 жизни не напишешь в Казани. Я считаю, что город Казань – это красавица. Красавица для всех художников. Не надо ни в Париж, ни в Лондон, ни в Нью-Йорк. Свой город это надо любить. А я его люблю. – 80 лет – повод еще раз остановиться и оглянуться, подытожить прошлое. А дальше снова кисть, краски и чистый холст.